Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. НАТО и Россия готовятся к суровой зиме. Вице-президент США Джо Байден с визитом в Украине. В результате санкций азербайджанская хурма и белорусские креветки заменят европейские деликатесы в России. А что вообще происходит в России с продуктами? Вопрос нашим коллегам в Праге. Сергей? Спасибо, Наташа. И на этот вопрос тоже ответим. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Мы это уже видели. В Россию возвращаются очереди и настает время дефицитов. С одной стороны, девальвация рубля и ответные санкции своих производителей стимулируют, а с другой вызывают нехватку самых обычных продуктов. А плюс еще не урожай. Гречка в России теперь деликатес. Цена с начала ноября выросла на треть. Настолько, что правительство может открыть запасы госрезерва. Вслед за гречкой дорожает и рис. Что происходит с ценами на продукты питания? Об этом мы говорим с экономическим обозревателем из Москвы Иваном Трефиловым. Иван, здравствуйте. Дефицитная дорогая гречка – это дело спекулянтов или это объективная ситуация? Если посмотреть на ситуацию, то действительно в какой-то степени в этом виноват нездоровый ажиотаж. Я посмотрел статистику, на самом деле вот практически вся гречиха в России уже убрана, и в этом году собрали более чем на 30% больше, чем в прошлом году. То есть, грубо говоря, дефицита гречки в России сейчас нет. С другой стороны, на Алтае были проблемы. Это известно, что Алтай наибольший поставщик гречневой крупы на российский рынок. И отсюда пошли разного рода слухи, по всей видимости, и народ в ажиотажном таком спросе бросился в магазины. Поэтому, на самом деле, никаких проблем с гречкой, по всей видимости, не будет. А будут ли дальше в России дорожать продукты? Если будут, то какие? Ну, здесь надо смотреть по секторам. Например, сегодня пришла очень такая тревожная информация о том, что, например, макароны будут дорожать. И в этом есть некий смысл, действительно, верности этого прогноза. Дело в том, что в этом году в России был собран рекордный урожай зерна, но пшеницы твердых сортов уродилось достаточно мало. А именно она идет на приготовление макаронных изделий. И поэтому сейчас дефицит вот этой пшеницы твердых сортов может привести к тому, что действительно макаронные изделия в России будут дорожать. Кроме того, статистика показывает, что несмотря на увеличение производства мясных продуктов, мяса, в том числе мяса птицы, все-таки цены продолжают увеличиваться, но насколько долгим будет этот рост, пока сказать трудно. На самом деле на рынке дефицита продовольствия нет, но как будет ситуация развиваться зимой, пока сказать трудно. В последней сводке Росстата значится, что импортозамещение привело к росту производства своих мяса, сыров, других продуктов. Но если нет иностранных инвестиций, а импорт сейчас, мы знаем, дорогой, увеличения производства не будет. Это закон. То есть рост производства, по-вашему, это ненадолго? Трудно сказать. Скорее всего, да, действительно, вот на волне вот этих вот патриотических настроений какие-то производители действительно каким-то способом увеличили производство, в том числе мяса. С другой стороны, действительно, в условиях ограничения доступа к западным финансовым рынкам у крупных производителей практически нет ресурсов для инвестиций в собственное производство. С другой стороны, есть же во всем мире такая практика, когда фермеры поставляют на рынок достаточно большое количество продовольствия, но в России из-за сложностей, в общем-то, экономического порядка, делового климата, сейчас фермеру практически трудно очень выйти на рынок и инвестировать в свое производство. Экономический обозреватель из Москвы Иван Трефилов о дорожающих продуктах питания в России. Сколько политики в российской гречке и макаронах? Этот вопрос мы задали сопредседателю Российской партии «Парнас» Борису Немцову. Это последствия крушения рубля и путинских санкций. Очевидно, что резко увеличить производство сельхозпродукции невозможно, потому что это цикл, занимающий хотя бы год. Поэтому на рынке оказалось меньше сельскохозяйственных продуктов. И ясно, что по законам рынка, раз предложение осталось, собственно, меньшим, а спрос не изменился, ясно, что возникает дефицит. Чего они еще не догадались? Это регулирование цен. Если они начнут регулировать цены, то полностью товары исчезнут с прилавков. Но Путин это, по-моему, понимает.
В своем декабрьском обращении к парламенту Владимир Путин наверняка будет говорить о господдержке сельского хозяйства. Россия и раньше поддерживала своих сельхозпроизводителей, субсидируя их, например, на покупку отечественной техники. А как же, например, белорусские комбайны? Таможенный союз открывает новые рынки своим членам или закрывает эти рынки? И ответ Немцова был таким. Таможенный союз, безусловно, вещь такая странная, потому что в России, например, товарооборот с Белоруссией и с Казахстаном составляет там несколько процентов. Я не думаю, что там будут какие-то препятствия на движение товаров, в том числе комбайнов и так далее, в России. Что касается поддержки сельского хозяйства, то она не может быть эффективной в условиях беспредельной коррупции. Тем не менее, сельское хозяйство из-за того, что конкуренция снизилась, находится сейчас в очень комфортных условиях в России. И вот это является гораздо большим драйвером развития сельского хозяйства отечественного, чем вот эта такая чиновная поддержка, которая просто может и не дойти до сельского хозяйства вообще. Просто разворуют еще в Москве и до свидания. Ответные санкции России пришлись кстати фермерам Азербайджана и их дилерам, привозящим продукты в Россию. О том, как хурма способна заменять западные деликатесы, корреспондент программы в Баку Джаваншир Агамалиев. Азербайджанские фермеры вслед за белорусскими и молдавскими, скорее всего, тоже выигрывают в результате российских санкций. Ежегодно Азербайджан поставляет в Россию 65 тысяч тонн овощей, 146 тысяч тонн фруктов на общую сумму в 210 миллионов долларов. Житель села Сейф-Али Шамкирского района Эхтирам Мамедов говорит, что в этом году хурму он продал на $1,5 дороже, чем в прошлом году. У меня 20 соток земли, и я посадил здесь хурму. Очень благородное дерево. Один раз сажаешь и каждый год собираешь урожай. Дай бог здоровья таким покупателям. Сбор хурмы начинается с начала октября и продолжается до середины ноября. В селе есть и дельцы, у которых нет своих садов, но они перепродают хурму тем, кто везет плоды на московские рынки. Ясим Мусаев вот уже 10 лет занимается продажей хурмы. Говорит, что в этом году фермеры продали хурму дороже. Ясим Мусаев считает, что после предпринятых против России и со стороны России санкций он не проиграет на московских рынках. 10 лет занимаюсь этим делом. Я скупаю в Сейф-Али хурму и продаю их в Москве. У себя тоже есть земельный участок, но в основном покупаю у соседей. Здесь за ящик плачу $9, а в Москве продаю по 700 рублей. Каждый год в Москву доставляем около 20 тысяч ящиков хурмы. По информации на сегодняшний день, в этом году в Шамкире собрали около 62 тысяч тонн хурмы. По сравнению с прошедшим годом это на 15% больше. Это программа «Настоящее время». Смотрите далее. Встреча в Кишиневе президентов Молдовы, Польши, Украины. Что ждет Приднестровье и кто поможет Киеву? НАТО и Россия готовятся к суровой зиме. Ну а прямо сейчас передаем слово в Вашингтон. Что заявил новый посол США в Москве? Наташа? Посол США в России Джон Тефт вручил в среду верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На церемонии посол заявил, что Америка по-прежнему надеется, что Россия выберет иной путь решения проблемы украинского конфликта. Путин, в свою очередь, отметил, что Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном на основе невмешательства во внутренние дела и равноправия. Кстати, Тефт ведет на русском языке блог в живом журнале под ником ам_Тефт. Между тем, для отношений между странами по-прежнему характерны ошибочные интерпретации и непонимание. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров, рассказывая о своих встречах с госсекретарем Джоном Керри, сообщил, что тот посоветовал ему не обращать внимания на заявление президента Обамы, который поставил угрозу со стороны России в один ряд с экстремистами Исламского государства и эпидемией лихорадки Эбола. Реакция представителя Госдепартамента Джеффа Ратке. Очень жаль, что эти сообщения свидетельствуют о том, что министр иностранных дел неправильно охарактеризовал личную беседу с госсекретарем Керри. Как мы уже неоднократно подчеркивали, США будут продолжать работать с Россией в областях, где наши мнения едины, и продолжат твердо выступать против нарушений России международных принципов и суверенитета других стран. Описание той беседы неправильно. В Капитолии вчера установили бюст Вацлава Гавела, последнего президента Чехословакии, первого президента Чехии. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси сказала в этой связи следующее. Это был человек, чья история жизни, по его собственному утверждению, определяется преобразованиями. От известного драматурга до политического кумира, свободно выражавшего себя в искусстве и выразившего собой свободу в правительстве.
От заключенного диссидента до отца бархатной революции, от тихого голоса совести народа до героя, президента нации. Это был лидер, признавший власть слабых. Он верил в мирные и ненасильственные действия. Он принял благословение демократии. Известно, что Вацлав Гавел любил рок-музыку. В 1990 году «Роллинг Стоунс» стали первой группой, выступившей в свободной Чехословакии под лозунгом «Танки катятся вон, Стоунс катятся к нам». На торжественной церемонии открытия бюста Гавела в Капитолии выступил Билли Гиббонс, гитарист группы ZZ Top. Вице-президент США Джо Байден находится с визитом в Киеве. Какова позиция американской администрации в отношении Украины и других государств постсоветского пространства, которые ориентированы на евроинтеграцию? Репортаж Александра Панова. Европейский выбор дорого стоил Украине. Формирующаяся правительственная коалиция намерена подтвердить и развить его. Очередной визит в Киев вице-президента США Джо Байдена, с одной стороны, выражение политической поддержки. С другой стороны, отметил Эрик Рубин, в администрации Обамы убеждены, что тяжелый экономический кризис не может стать оправданием отказа от масштабных реформ и борьбы с коррупцией. Вопрос о поставках американского оружия в Вашингтоне до сих пор не решен. В Конгрессе и Белом доме высказывают разные мнения. Администрация делает недостаточно. Совершенно ясно, что Украине нужно наше оружие, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность. И мы должны оказать помощь в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами. Если Россия и те силы, которые она спонсирует в Донецке и Луганске, перестанут нарушать Минские соглашения и начнут соблюдать режим прекращения огня, поставки американского оружия, которые приведут только к дальнейшей эскалации конфликта, не понадобятся. Переходное соседство — так назвали экспертную встречу, где отмечалось, что события в Украине повлияли на политическую реальность Молдовы и Беларуси. На парламентских выборах в Молдове в конце этого месяца сторонников евроинтеграции ждет суровое испытание. Приднестровье и Гагаузия грозят выходом из состава страны. В канун выборов Москва, подчеркнул бывший американский посол Кеннет Ялович, оказывает поддержку политическим партиям, выступающим против сближения с Евросоюзом, с которым Молдовой подписано соглашение об ассоциации. Как относится администрация Обамы к требованию предоставить России 100% гарантию, что Украина в будущем не войдет в НАТО? Думаю, вопрос о гарантиях находится в компетенции министра Лаврова и госсекретаря Керри. Может быть темой переговоров с руководством Украины. Это предмет серьезной дипломатии всех вовлеченных стран. Слишком рано это обсуждать в прессе. Как подтвердил в Брисбене президент Обама, мы хотим хороших отношений с Россией. Мы понимаем, что делается недостаточно, и стремимся их улучшать. США никогда не признают аннексии Крыма, подчеркнул дипломат. Но в Вашингтоне понимают, что впереди долгий путь. Не зря канцлер Меркель провела аналогию с балтийскими странами, которые полвека дожидались возврата своей независимости. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Вашингтон. А теперь передаем слово Праге. Сергей, проводит ли украинское руководство параллели между нынешними событиями на Донбассе и тем, что происходит в Приднестровье? Да, Наташ, я думаю, что так можно утверждать, потому что Петр Порошенко делает все возможное, чтобы не допустить развития сценария Приднестровья в Украине. Об этом сам президент заявляет в Кишиневе, куда он прибыл для трехсторонней встречи с главами Молдовы и Польши. Переговоры, отмечу, проходят в преддверии парламентских выборов. 30 ноября станет известно, куда будет двигаться Молдова: в сторону евроинтеграции или сближения с Россией, ну и, значит, вступления дальнейшего в Евразес. Шахида Якуб, моя коллега, беседовала с советником премьер-министра Молдовы Владиславом Кульминским. Сегодня в Молдову прилетели президент Польши и Украины. Польша является одним из больших критиков внешней политики России, а Украина является жертвой этой внешней политики. А какое место занимает Молдова во всей конструкции? Сейчас, пожалуй, впервые в своей истории Молдова выбрала для себя очень понятную, четкую траекторию развития. Это европейская модель, это создание функциональных институтов у себя в стране. Молдова очень сильный сосед, который несколько раз уже заявлял, что не желает, чтобы в соседние страны, то есть это мягкое подбрюшье России, интегрировалась в Евросоюз, в европейские структуры, в том числе и НАТО. Об этом вчера заявил пресс-секретарь президента Путина Песков. Вы знаете, здесь
стоит проводить автоматической связи между Европейским Союзом и НАТО, потому что мы всегда подчеркиваем, что Молдова не планирует вступать в НАТО. Молдова – это нейтральное государство. И Молдова, выбирая свой европейский проект развития, она выбирает проект внутренней модернизации. Это не геополитический проект, и не против кого он не направлен. И поэтому автоматической связи между вступлением в Европейский Союз, сближением с Европейским Союзом и вступлением в НАТО, ее просто не существует. Вот. И поэтому Республика Молдова в своих отношениях с Россией выстраивала максимально прагматичную политику. Владислав, здесь встречный вопрос такой. Украина сделала свой европейский выбор и потеряла Крым, и сейчас две другие территории, то есть Донбасс тоже находится, статус Донбасса находится под вопросом, а в Молдове есть Приднестровье. Приднестровье предполагает тоже европейскую интеграцию вместе с Молдовой? Приднестровскому региону не в меньшей степени, чем правобережной Молдове, необходим внятный проект развития, потому что там экономическая ситуация тоже резко ухудшается. И мы планируем привлечь Приднестровский регион именно этим самым внятным, понятным проектом развития для граждан и для бизнеса. Ответные санкции Москвы, кроме целей политических, призваны поддержать и собственных производителей. Какой фермерский опыт Россия может перенять у Америки? Об этом наши коллеги в Вашингтоне. Наташа, отвечайте на этот вопрос. В России говорят о том, что запрет на импорт различных продуктов питания будет стимулировать рост местного сельского хозяйства и производства продуктов питания внутри России. Интересно сравнить это с американским опытом движения с фермы прямо на стол. С нами на связи из Нью-Йорка Виктория Копчинецкая. Виктория, местные сельскохозяйственные продукты здесь очень в моде. У нас буквально в каждом городе устраивают по выходным так называемые фермерские рынки. Но у меня почему-то складывается ощущение, что продукты на этих рынках хоть и местные, но почему-то более дорогие, чем в супермаркете. А почему? Да, Наташа, совершенно верно. Эти продукты, которые у нас есть на фермерских рынках, цены на них намного выше, чем то, что мы можем найти в супермаркетах. Но вообще у американского потребителя огромный выбор с точки зрения того, какие продукты они могут покупать. Вообще большая часть продуктов в Соединенных Штатах производится на очень крупных фермах в индустриальных масштабах. Это намного дешевле, оказывается, чем производить продукты на небольших фермах. Крупные фермеры очень серьезно ежегодно субсидируются федеральным правительством. Эти субсидии доходят каждый год до 17 миллиардов долларов. Это происходит уже много десятилетий, буквально с 30-х годов 20 века, со времен Великой депрессии, со времен президента Рузвельта. Также вот эта вот индустрия производства продуктов питания, она очень интегрирована с другими отраслями промышленности американской, например, с химической промышленностью, которая производит различные удобрения, интегрирована с компаниями, которые производят различные сельскохозяйственные приспособления и тракторы, например. Также очень развита сеть дистрибуции этих продуктов, их доставляют в самые отдаленные уголки Соединенных Штатов. Нужно также помнить о том, что примерно 20% тех продуктов питания, которые мы находим в супермаркетах, это импортируемые продукты из других стран. Например, до 70% рыбных продуктов приходят к нам, в частности, из Китая. И около 30% всех фруктов и овощей приходят к нам из Латинской Америки и из других стран. Поэтому у американских потребителей большой выбор. Они могут покупать в супермаркетах такие продукты или могут покупать продукты на фермерских рынках. Люди, которые покупают продукты на фермерских рынках, они обычно могут себе это позволить и делают это для того, чтобы поддержать мелких фермеров, поддержать мелких предпринимателей. Здесь нужно еще отметить, что вот эта сложная и достаточно долго интегрируемая система производства, дистрибуции, импорта продуктов питания в Соединенных Штатах, она существует достаточно давно, и если, например, какую-то часть ее закрыть, аннулировать, отрубить без подготовки, например, запретить ввоз рыбы из Китая, скорее всего, американские потребители это заметят, и у индустрии займет какое-то время приспособиться к этой новой ситуации. И я должна сказать, что когда в России говорят, что этот запрет на импорт будет стимулировать местное сельское хозяйство, мы знаем, что сельское хозяйство в России не очень развито. Наверное, это будет стимулировать его развитие, но это произойдет не сразу, и пока это происходит, цены на продукты питания в России, скорее всего, очень
сильно возрастут. Наташа. Спасибо. Это была Виктория Купчинецкая, наш корреспондент в Нью-Йорке. Мы снова передаем эфир коллегам в Праге. Россия и НАТО готовятся к суровой зиме. Да, Наташа, причем эту фразу можно понимать по-разному. Сейчас между Москвой и НАТО время как прямых недовольств, так и дипломатических экивоков, намеков. Тем временем в Литве военные учения Альянса, и завтра в страну ожидается прилет генсека НАТО. Напомню, Альянс усилил свою группировку в странах Балтии. Это, понятное дело, не может не волновать Россию. На медне пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что НАТО нарушает баланс сил. Чего ожидать дальше? И своим мнением поделилась директор русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Отношения между Россией и НАТО холодеют уже несколько месяцев. Серьезно. И такое ощущение, что приближается зима. Мы готовимся к холодной, суровой зиме? Ой, вы знаете, отношения России к НАТО, я не говорю о НАТО к России, а именно России к НАТО, всегда носили слегка, я бы сказала, шизофренический характер. Потому что в них всегда было три составляющих, которые взаимоисключали друг друга. С одной стороны, какая-то более либеральная часть политологов или даже военных говорили о том, что НАТО больше не военный союз, НАТО это скорее политический союз, и надо как-то с ним выстраивать отношения. С другой стороны, Россия с 90-х годов пыталась выстроить свои собственные отношения с этим союзом, и подписала программу партнерства во имя мира, но с оговорками и с особым полем как бы для себя. А с третьей стороны, НАТО воспринимали всегда как союз враждебный. Вот представьте себе, что, значит, особые отношения, политический, а не военный союз, и в то же время враждебный, вот как это все вместе укладывается, для меня это остается загадкой до сих пор. Зима, может быть, конечно, будет более прохладной в этом году, потому что украинский кризис влияет непосредственно уже теперь не на отношение России к НАТО, а на отношение НАТО к России. Но, тем не менее, несмотря на все попытки России остановить процесс вступления некоторых ее соседей в НАТО, те, как Украина, как Грузия, решительно намерены вступить. Так что же Россия будет делать? Вы знаете, это тоже длительный процесс, и длительная здесь история есть, потому что Россия с самого начала заявила, что никакого расширения НАТО никогда быть не должно. Собственно, при определении собственных отношений к НАТО российские МИД и Кремль с начала 90-х годов пытались заставить НАТО подписать какое-то обязательство о нерасширении. Пытались каким-то образом повлиять на страны, которые стремились в НАТО. Прежде всего на Вышеградскую четверку, которая первой вступила в НАТО. Польша, Словакия, Чехия и Венгрия пытались повлиять на эти страны, чтобы они ни в коем случае не вступали. Я очень хорошо помню, как в 90-е годы российский посол в Чехии, господин Рябов, заявил о том, что если Чехия вступит в НАТО, то Россия перекроет газовый вентиль. Боже, до сих пор эти угрозы звучат со стороны российских представителей. Да, тогда это было впервые, это было интересно. Посла подвергли изоляции со стороны дипломатического корпуса. А чехи задумались и поняли, что, в общем, угроза вполне реальна. Через десятилетия выяснилось, что угроза действительно была реальна. Но они тогда, в общем, сказали, да, действительно, ведь могут перекрыть. И быстро построили газопровод из Норвегии. Отношение российской политической элиты сейчас к НАТО таково, что действительно может быть только ухудшение. Это не только НАТО как таковая, это и, в принципе, отношение к Западу. В Соединенных Штатах собрались те, кто называют себя авторами современной истории, анализируют протестные движения по всему миру. Наташа, что это за амбициозный форум? В Вашингтон на саммит Rise Up, посвященный твиттер-революциям и новым формам протестных движений, приехали молодые активисты, политические лидеры, артисты со всего мира. Репортаж Ануша Витисян. Публичное самосожжение уличного торговца овощей в Тунисе, массовые волнения, отставка президента. Кто-то написал об этом твит, кто-то его повторил, а потом еще и еще. Так родилась первая твиттер-революция. Цепная реакция возмущения привела молодежь на площадь Тахрир. Здесь группа активистов, назвав себя авторами новой истории страны, создали документальный фильм «Площадь», который позже станет фоном Майдана.
Для меня было честью, что наш фильм в морозный январский день показывали на большом экране на Майдане. Приблизительно 500 000 людей собрались тогда на площади. Эта аудитория понимала, что происходило тогда в Египте. Мы говорили на их языке. Все эти события стали известными глобальной аудитории благодаря социальным сетям. Во многих случаях революционные изменения в мире укладывались в 140 знаков. Об этом говорили на саммите Rise Up, организованном молодежным телевизионным каналом Fusion. Социальные сети защищают людей от пропаганды и объединяют единомышленников, сказала представитель Соединенных Штатов в ООН Саманта Пауэр. Ход выступления Саманты Пауэр был прерван группой активистов поколения Y, которые обвиняли администрацию Обамы в вовлечении страны в военные конфликты вместо попытки решить их мирным путем. Признав право активистов высказывать свое мнение в демократической стране, Пауэр назвала войну в Сирии одним из чудовищных конфликтов, которые человечество когда-либо видело, а также осудила действия России в Украине. Российская агрессия против Украины хорошо задокументирована. Это то, чем я занимаюсь в Совете Безопасности ООН на регулярной основе. Постоянно появляется новая возмутительная информация о том, что российские войска пересекли границу Украины. Гвоздем программы стало выступление активисток пан-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. Еще пару лет назад Pussy Riot символизировали за рубежом Россию, которой активисты протестного движения подвергаются гонениям. Однако в сегодняшней России, где после событий в Украине рейтинг президента Путина составляет 83%, голоса политических активистов доносятся слабо. Число политических заключенных в России увеличивается, потому что сейчас в России полиция, служба безопасности не волнуется о своем имидже в стране и за ее пределами. После событий в Украине они считают, что могут творить, что им вздумается. Их власть не ограничена. Назвав акцию, которая принесла им славу и тюремный срок, попыткой пробить информационную блокаду, девушки запустили собственное интернет-издание «Медиазона» и создали правозащитную организацию «Зона права». Наша медиа-платформа – ответ пропаганде Кремля. Если вы читаете нашу информацию, вы не сможете больше возражать, что в России нет политических заключенных и государственной слежки. На Западе они известны как Russia Today. Наш ответ – Riot Today. Как отметили гости саммита, интернет – новое оружие в борьбе с авторитарной властью. Однако не секрет, что эти же инструменты в руках власти превращаются в метод угнетения и контроля над населением. Пока авторитарные власти ищут методы заблокировать социальные сети, Твиттер еще в начале всех политических явлений, сменив вопрос-подсказку «что делаешь?», «на что происходит?», продолжает вызывать у пользователей больше всего доверия. Ануша Витисян, Андрей Дегтярев, Вашингтон. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупаете свое и Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». На этом у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Заглядывайте на наш сайт currenttime.tv. Там много интересного. Сергей, до следующего эфира. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.